В сказках и мифах наших предков мир состоит из 3 частей: верхней, средней, нашей, и нижней. Мир насчитывал всего 7 слоев. 3 слоя в верхней части, 1 в нашей и еще 3 в нижней части. В нашем мире живет множество разных племен и народов. Чуваши верили, что сами они живут в центре земли. Небосвод, а за ним все слои верхнего мира с 4 сторон, по краям земной тверди поддерживали 4 столба: золотой, серебряный, медный и каменный. На макушке столба располагалось гнездо. В нем по 3 яйца, на яйцах утки. Священное мировое дерево, древо жизни, которое чуваши почитали, поддерживало небосвод посередине. В самом верхнем слое верхнего мира находился верховный бог Аслади. Он зорко следил за всем происходящим в мире. Обнаружив нарушение, быстро наводил порядок в своих владениях. Когда сердился, громы и молнии метал, наказывал виновников. Раньше аржюри, леших, много было. За разные провинности Аслади их всех сжег молнией. Дождь, снег и град на землю тоже Аслади посылал. И ветры буйные, шаловливые или ласковые, все это добро разносили по бескрайним земным просторам. Семейство ветров состоит из отца ветра, матери ветра и детей ветров. В верхнем мире находились души святых и еще не родившихся детей. К моменту рождения ребенка прибывает богиня Пюлехсе. Она пишет на лбу новорожденного его судьбу и в небе с его именем зажигает новую звезду. Было такое поверье, что когда человек умирает, его именная звезда с неба падает на землю. При виде падающей звезды древние чуваши говорили: «Моя звезда на небе».